Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова. Я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Це Ігор Тишкевич, експерт програми міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Вітаю вас, селям алейкум. Доброго дня. Я бы наш эфир хотела начать с очередных ракетных обстрелов страной-агрессором России и Украины. И в эти дни, в эту неделю непосредственно мы видим, как интенсифицировались обстрелы по Киеву. Вот с чем вы связываете такую активность? Потому что до этого вырисовывалась какая-то там периодичность, знаете, вот мы ждали по понедельникам там обстрелы с промежутком там 2-3, а то и месяц. Но в эти дни мы видим, как это происходит чуть ли не каждый день. Ну, есть боеприпасы, есть, соответственно, желание. Тут вопрос не только и не столько поразить какие-то объекты, сколько произвести в определенной мере психологический эффект. Потому что стоит заметить, что, например, значительная часть обстрелов происходит ночью, чего раньше не было. Ну и если это продолжается определенное время, то есть хотя бы несколько недель, либо несколько месяцев, это напрямую влияет в том числе на эмоциональное состояние части населения. То есть стандартная такая попытка, она много раз описывалась в различных учебниках, то есть вывести население со стадии равновесия. Вопрос просто в том, насколько это будет, ну, как бы сказать, иметь эффект, то есть учитывая настроение украинского общества. Вот тут как раз-таки сомнительно. Но с точки зрения попыток, это да. И второе, это все-таки была на начальном этапе попытка продемонстрировать, что та же самая система ПВО, даже в столице Украины, она неэффективна. Этого не получилось, но тем не менее, после того, как раз концентрировались на обстрелах Киева, просто так взять и оставить, это тоже будет являться, ну, в определенной мере, ну, таким, скажем так, имиджевым уроном для российской стороны. Поэтому им во что бы то ни было необходимо пробить киевскую систему ПВО, причем желательно на, ну, достаточно таком знаковом объекте. Ну и плюс ко всему, да, Киев защищен, но стоит также учесть, возможно, тоже такая логика, если ставить на, скажем так, думать вот со стороны России. Много разговоров о такой вещи, как наступление вооруженных сил Украины. Да. Наступление на земле невозможно без средств ПВО, то есть невозможно без прикрытия с воздуха, потому что как только ты заходишь в зону поражения противника, где работает его ПВО, соответственно, закрывает небо, ну, тебя просто громят с неба. Вот, учитывая преимущество России в самолетах, это действительно серьезная проблема, потому что в таком случае потери могут быть колоссальными. Решается это переброской, соответственно, твоих ПВО, которые идут фактически вторым эшелоном за штурмовыми отрядами. В Украине систем противовоздушной обороны ограниченное количество. Соответственно, если условно обстрелы по тыловым регионам не такие частые, то есть смысл часть, например, снять, отправить ближе к фронту. Но если, например, в столицу Украины прилетает практически каждый день, ну, в лучшем случае каждые 2 дня, соответственно, эти средства ПВО остаются на месте. Ну и плюс, если посмотреть тактику российских войск, то есть за последнее время использование тех же самых барражирующих боеприпасов, дронов камикадзе тактического уровня, они целенаправленно охотятся как раз-таки за средствами ПВО ближнего радиуса действия, то есть ближнего и среднего, аналоги там тот же самый БУК, та же самая стрела и так далее. То есть за такими установками именно в прифронтовой зоне, для того, чтобы действительно создать определенную проблему с насыщением средствами ПВО как раз таки группировки, которая, возможно, будет наступать. Вы сказали про то, что происходят обстрелы, есть снаряды, есть боеприпасы и так далее, в то время как ряд аналитиков некоторое время назад говорили о том, что у России наблюдается некий снарядный голод, и именно поэтому ракетные обстрелы происходят вот в промежутке там, от 1 до 1,5 месяца. Для них необходимо, да, там необходимо определенное количество времени для производства новых снарядов, для производства новых ракет или модернизации тех,
тех, которые достают из стоков, оставшиеся еще со времен Советского Союза, плюс там санкции, логистика, доставка необходимого количества комплектующих для производства тех или иных ракет и так далее. Сейчас, я так понимаю, такой проблемы с производством у оккупантов нет? Есть, но она не такая острая. То есть, смотрите, Мгм. а, худшее, что можно сделать во время войны, это когда ты работаешь, пытаешься, скажем так, давать не только информацию, а пытаешься, ну, как бы сказать, подбодрить население, либо своих коллег, и скатываться ближе к пропаганде. И худшее – это поверить в собственную пропаганду. Мгм. Потому что в таком случае ты ошибаешься. У России санкции, ограничения по поставкам определенной номенклатуры товаров, оно действительно создало колоссальнейшие проблемы для российского ВПК. Мгм. Но это не значит, что эти проблемы вечны. То есть любые санкции, любые санкционные механизмы, вот первая волна санкций, она имеет временное ограничение этого санкционного шока. Как правило, вот если смотреть по историям различных государств, это от 12 до 18 месяцев. То есть они Больше, адаптируются через какое-то да, время? больше 1,5 лет экономика, есть, особенно если санкции наложены как говорится, не всеми государствами мира, то есть если есть калитка, куда убегать, то в любом случае контрабандная, полуконтрабандная схема, да, это будет дороже, да, это будет дольше. Но давайте так вот, мы говорили, что, например, определенное количество ракет в России там было, допустим, 800. Мгм. Вот мы считали, как в школе в 3 классе, 800 минус 1, минус 2, минус 3. И так мы считали на протяжении целого года. У меня вопрос, а что, целый год завод, который производил эти ракеты, стоял? Нет, конечно. То есть даже если он производил по одной ракете в сутки, по одной, 365 произведенных, которых мы в своих расчетах не учитывали от слова совсем. Ну, точнее, не мы, часть аналитиков. Мгм. Второе, действительно, темпы производства на начальном этапе были, ну, то есть там была волна, потому что когда понадобились ракеты, то май, июль, начало июля было увеличение производства за счет складских запасов, потому что любое предприятие имеет определенные складские запасы комплектующих. То есть было увеличение производства. Потом август, сентябрь, октябрь был провал. И действительно, вот когда Российская Федерация била по нашей инфраструктуре энергетической, они били в массе своей ракетами из запасов. Потому что тогда как раз-таки они искали варианты, где получить ту же самую электронику и так далее. То есть вы помните, доходило до смешного, что даже разбирали стиральные машины, чтобы получить Мгм. определенный тип микросхем. Ну, Да. естественно, это крайний уже совсем от безысходности вариант. Но дальше все-таки наладили, насколько я понимаю, поставку, по крайней мере, части микросхем, печатных плат и так далее. То есть тут есть Кыргызстан, Казахстан, Армения. Давайте вспомним те же самые журналистские расследования. Вот, тем более, что для ракетной отрасли большого количества не надо. Вот. Ну и для производства танков тоже. Вот, Скажите, то а есть вот если мы выявляем вот условно вот те страны, да, которые вы в том числе упомянули выше, Киргизстан, Казахстан, там Армения, которые, а это страны ОДКБ, они входят все в ОДКБ, да, я ну, так не обязательно Турция, как Ага. посредник, Это пожалуйста. страны, Страна которые НАТО. помогают России обходить санкции. Могут ли быть применены санкции в таком случае в отношении них? Но давайте поговорим, могут ли быть применены санкции в отношении Турции. Вот Ну очень простой да, это вопрос. сложнее, чем Казахстан, Киргизстан и Армения, например. Нет, так то же самое с остальными. Мгм. Потому что есть фактор Китая. Тем более, что в массе своей это не означает правительственные контракты. То есть и вы, и я можем, в случае, если есть разрешение на выезд, если можно поехать в какую-то страну, поехать и открыть там компанию как нерезидент. Точнее, поехать, например, вначале на Кипр открыть компанию, потом и кипрская компания открывает представительство, ну, где угодно в Казахстане, одновременно, например, в Берлине. Берлинский филиал покупает микросхему, продает казахскому филиалу. Мгм. Казахский филиал продает фирме, которая принадлежит другому человеку в самом Казахстане, это может быть гражданин Российской Федерации. Мгм. А эта компания Для того, спокойно чтобы вывозит в Россию. отследить там конечного бенефициара, там нужно Не, ну провести... теоретически можно, но просто вопрос... дело в том, что регистрация фирм прокладок – это процесс намного более быстрый, чем расследование, скажем так, по таким фирмам. Тем более, когда есть санкции, то, естественно,
речь идет не о крупнотоварных партиях. То есть в таком случае, а, например, в Германии, условно говоря, может быть куплена крупнотоварная партия, но дальше надо дробиться на десяток более мелких, скажем так, партнеров, поставщиков. Мгм. Мгм. Ну вот, то есть, ну, и выйти на начального покупателя, то есть это может быть даже это может быть обычная немецкая фирма, просто 10 компаний обратились, легальная, спокойно, то есть они не под санкциями, ты не можешь отказать. Они обратились с просьбой продать, ты продал, все. То есть с этим как раз таки. И такие схемы, да, они работают медленнее, работают дольше. Но даже если смотрим на оценки Главного управления разведки, то есть заметьте, что они давали свою оценку, сколько Россия может производить ракет 2 месяца назад, а Мгм. вот буквально, если не ошибаюсь, неделю назад, там, либо чуть больше, вышел материал, что Россия увеличивает выпуск ракет. То есть, соответственно, в том числе украинская разведка это признает. Если часть, назовем так, публичных лиц, лидеров общественного мнения, аналитиков пытается стоять на старом, скажем, просто считая вот эти, ставя палочки, сколько осталось у России ракет, ну, они обманывают себя, они обманывают своих зрителей, свою аудиторию, но это их проблема и проблема аудитории, которая этому верит. Но мы же видим, находясь в Киеве, ракетные обстрелы и их активность. Это же Ну, очевидно, да, что они ну, увеличиваются. смотрите, тут вопрос еще один очень интересный. То есть, да, с одной стороны, у нас сейчас есть увеличение интенсивности, то есть изменение, ну, таки, характера ракет. То есть, заметьте, что обычно крылатые они запускают меньше, они сейчас попытались пробить ПВО именно аэробаллистическими и баллистическими, Мгм. которые они применяли относительно давно. И второй момент, что готовясь, условно говоря, к обороне, ну, то есть к активной фазе боевых действий на фронте, по идее, с точки зрения логики, Россия должна создавать дополнительный запас, в том числе ракет, ну, для того, чтобы поражать зону ближайшего тыла. Мгм. То есть какие-то ракеты, сколько, ну, это, скорее всего, знает украинская разведка, но к этому тоже надо быть готовым. Вот, потому что если посмотреть, я обращаю внимание на обстрелы Киева, ну, обратите, пожалуйста, внимание на практически ежедневные обстрелы Херсона, Запорожья, Николаева. То есть, по крайней мере, и плюс прифронтовой зоны в Запорожской области. Мгм. Тут вопрос даже не в том, насколько это эффективно либо неэффективно, то есть есть ли там войска в тех зонах, которые пытаются обстрелять русские. Да, естественно, они пытаются создать определенный эмоциональный фон у населения, но это само собой. Но с другой стороны, каждый такой обстрел это в том числе вскрытие средств ПВО. Да, я понимаю, что наше ПВО, как говорится, переезжает с места на место, но с другой стороны, ты просто понимаешь, сколько тебе противостоит систем противовоздушной обороны. Мгм. Зная количество, уже можно. Поэтому ну, это еще одна вещь, на которую, скорее всего, русские ну, пытаются скопить средства. Ну, с другой стороны, если мы посмотрим действия сил обороны Украины, они тоже способны удивлять. Потому что Российская Федерация была уверена, что система противовоздушной обороны Украины, если не уничтожена, то как минимум фрагментирована. То есть, соответственно, есть определенные кусты с нормальной защитой, и есть ну, просто пустое место, где может прилетать ракеты, беспилотники и так далее. На начальном этапе, когда были массированные удары по 70-80 ракетам, им показалось, что они, ну, как говорится, нащупали такие места. То есть, заметьте, сейчас летит 20, не больше. Но если мы посмотрим последние именно массированные ракеты более 50, ну, вот, то таких мест уже было не так много. То есть, соответственно, силы обороны Украины тоже научились противостоять, в том числе и попыткам распылить обстрелы по географии и по времени суток и так далее и тому подобное. Поэтому это процесс, который идет параллельно. То есть, да, мы усиливаем свою противовоздушную оборону, соответственно, русские пытаются найти варианты, как ее обойти. Ну и Мгм. плюс, учитывая войну нервов, это тоже можно так сказать, то, естественно, обстрелы одного и того же мегаполиса там, каждую ночь и так далее, даже если они мало результативны, но это рано или поздно может повлиять на эмоциональный фон. А тут как раз-таки вопрос ну, уже украинской стороны, наших средств массовой информации, наших, в том числе лидеров общественного мнения, ну, как говорится, не разгонять панику. То есть просто создавать сказки, что вот все нормально, всех разогнали, к нам ничего не подлетело, когда человек видит из окна, что сбили над головой, это тоже глупо.
Потому что в таком случае ты говоришь что? То есть ты говоришь, да, это близко. Да, за 200 километров от Киева мы не можем пока сбивать эту ракету. Но вероятность того, что она не упадет именно как ракета на Киев, больше 90%. И это мы Мгм. уже сделали. Объяснять логику, что да, они будут дальше стрелять по ночам. Чтобы человек, который не выспался, чтобы он через месяц начал нервничать. Но если русские на это рассчитывают, давайте мы с вами подумаем, каким образом не поддаваться таким настроениям. Ну а какая вот конечная цель? Окей, психологическое давление на украинский народ, запугивание, обычный террор, который они осуществляют, да, вот через месяц там условно человек уже начнет нервничать из-за того, что он не просто физически, просто не высыпается, из-за того, что постоянная тревога, постоянные обстрелы и так далее. Вот конечная цель что? Они рассчитывают, что Вот. мы встанем и скажем, все, устали, давайте договариваться, но это же глупо. Ну вот, так это только одна из информационных операций. То есть любое информационное противостояние, оно состоит из множества операций, где расшатка идет по нескольким направлениям сразу. Ну, это просто одно из направлений, которое мы видим практически каждую ночь. Мгм. То есть, которое явно сейчас, ну, вот оно заметно. Соответственно, ну окей, это один из вариантов. М, Перед этим пробовали работать ботами там, на тему мобилизации, потерь и так далее. Перед этим было, ой, после этого было, помните, что что-то случилось с Залужным, где Залужный его там убили, либо ранили, либо что-то еще. Да. То есть такие варианты, это просто вопрос выведения состояния равновесия определенного. То есть да, мы вот в Институте будущего провели социологический опрос, и тут с точки зрения восприятия ситуации как раз-таки по состоянию на сегодня мы именно брали эмоциональное состояние. То есть эмоциональное состояние для года войны, вот полномасштабной войны, потому что война-то идет с 2014 года, с аннексии Крыма, можно сказать. Но вот для последнего года, то есть эмоциональное состояние, в принципе, в приемлемых рамках. Другой вопрос – физическое состояние. Вот физическое состояние, утомляемость, раздражительность и так далее, вот это начинается. Вот тут как раз-таки это еще не катастрофично, это еще не проблема. Но если ничего не делать, то это может стать проблемой через 3 месяца. Не сразу, то есть не сегодня, не завтра, не послезавтра, но на протяжении 3 месяцев. И тут или идет определенный заряд позитива, ну там могут быть события на фронте, что-то еще, или в таком случае, ну, в том числе те, кто работает с информацией, должны думать, каким образом стабилизировать ситуацию. Это не означает, как бы сказать, всем идти, ну не знаю, одним строем, именно в режиме вот такой вот хардкор пропаганды. Нет, просто это достаточно тех же самых горизонтальных связей, просто обратить внимание, что некоторые вещи, допустим, часть позитивной повестки необходимо просто отдельно подчеркивать, того, что реально есть. Мгм. Вот, например, негативную давать не с точки зрения «а я и все пропало», либо там власть предала, либо кто-то еще предал, а просто, что вот это есть, это плохо, значит, есть выходы такие. То есть сразу показывать, ну, как говорится, два Меры. варианта. Да, Мгм. и тогда это работает. Работает как раз-таки на позитив. Ну вот, помимо ракет и помимо баллистических, на этот раз, которые использовали, русские ракет, они ж еще используют дроны. И в основном это происходит через день. Один день ракеты, второй день дрона, а иногда и дроны, и ракеты, и так далее. И в основном дроны это иранские беспилотники, шахеды, русские их там камикадзе называют. Кстати, вот совсем недавно в российских телеграм-каналах было опубликовано очередное видео и очередная новость, что поступили новые там поставки этих иранских шахедов, порядка 1000 новых им поступило в рамках там их договоренностей, как-то они называются, не запомнила. Иран и поставки иранских дронов России. Давайте остановимся подробнее и обсудим, в чем вообще выгода Ирана, как вообще она для себя видит вот это вот участие в этой войне на стороне России против всего цивилизованного мира. Иран, который и так находится под невероятным количеством санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, помогая России, еще более усугубляет свое положение. Он не усугубляет свое положение. Нет? Именно потому, что он под санкциями. Ну, извините, а что еще Соединенные Штаты Америки сделают против Ирана? Не, ну Вот может что они там еще? хотели оставить какое-то окно возможностей, Нет, да, так какую-то дверь. смотрите. После разрыва ядерной сделки, которая произошла по инициативе США, Так.
Хочу еще раз подчеркнуть, она произошла по инициативе Соединенных Штатов Америки. Страны Евросоюза были категорически против того. Вот, государства попытались после смены власти в Иране выйти на новые договоренности. Но произошла очень интересная вещь. То есть фактически на тот момент ядерная программа Ирана все-таки она была реально остановлена. Мгм. Но для США вернуться к ядерной сделке, как она была, то есть это имиджевый удар. То есть а в таком случае зачем разрывали? То есть для Вашингтона необходимо было вернуться на более выгодные для себя условия. Мгм. У Ирана такая же самая ситуация. То есть иранское руководство считало, что, ребята, мы выполняли ядерную сделку, ее разорвали. Значит, вернуться надо на более выгодные для Ирана условия. Соответственно, требования по возврату к ядерной сделке с обоих сторон были завышены. Переговоры проходили 21 и половину 22 года. В середине 22 года они окончательно заглохли. То есть говорить о каком-то окне возможности сегодня уже не приходится. Мгм. А с Так, другой стороны, мгм. Так. Иран стабилизировался с точки зрения отношений с Индией, с точки зрения развития вот этого коридора север-юг. То есть у него появилось дополнительное, в том числе, кстати, окно возможностей, которое не завязано на страны Запада. И окно возможностей, которое не завязано на страны Запада в виде Пакистана, и с которым тоже вышел из конфликта, и Китая. И плюс при посредничестве Китая Иран выходит на мирные договоренности с Саудовской Аравией, что также существенно расширяет окно возможностей. При Мгм. этом все это происходит без участия условно западного мира. Соответственно, позиция Китая, ему все равно в данном случае, что скажет Брюссель, а что скажет Вашингтон. Вот абсолютно все равно. Но поскольку Российская Федерация заинтересована в такой вещи, как развитие транспортного коридора север-юг, в том числе, чтобы торговать с Индией, в первую очередь, а не с Ираном, Иран уже сейчас получает от России деньги, технологии и, можно сказать, что инструмент, там, продукция машиностроения, автомобили и так далее, на восстановление инфраструктуры этого коридора по иранской территории, на Мгм. строительство новых мощностей. То, чего в обычное время он бы не получил, то, что Россия раньше не давала и не соглашалась. То есть Да, в это не обмен просто там коммерческий интерес, продали, это взяли, интерес, это еще. это интерес в том числе в определенной мере стратегический, потому что для Так. Ирана важно развить, то есть смотрите, транспортный коридор север-юг до этого, он работал через Каспий. И Мгм. только через Каспий, потому что на Кавказе была большая проблема с Нагорным Карабахом, с тем, что называется Зангезурский коридор и так далее, то есть через территорию Армении. А на Каспии условия диктовала Российская Федерация. И по перевалке, и по объему, и по характеристикам. И плюс Иран был ограничен с точки зрения подвоза инфраструктуры транспорта, там железная дорога, автомобильный пути к портам Каспия. Мгм. Что сейчас происходит? Российская Федерация вкладывает деньги в восстановление железной дороги до границы с Арменией и Азербайджаном. Российская Федерация выкручивает руки вместе с Азербайджаном Армении на уступки по Зангезурскому коридору. То есть Мгм. для Ирана, в принципе, вот эти процессы, они, по большому счету, достаточно позитивные. То есть Россия слила Армению, получается, Ну, так участие. она последовательно сливает. То есть на данный момент, да, когда России нужна необходимо поставки своей нефти, необходимы поставки товаров из Индии, что раньше не было актуально. Для России вдруг резко стал актуальный вопрос транспортных коридоров. Ну, и в данном случае Армения она стала препятствием, точнее ее неуступчивость по Зангезуру. Да, Россия Армению сливает, и мы видим реакцию армян, которая проявляется в реакции того же самого Пашиняна и по ДКБ, и по сотрудничеству с Российской Федерацией, само собой. А выйти они могут с ОДКБ, как вы думаете? Сегодня быстро У нет. них же одно время была вот эта идея вестернизации. Нет, так, Поговорить. идея вестернизации Армении, она появляется регулярно. Мгм. Вопрос просто в том, что пока был, вот сейчас пока еще есть проблема Нагорного Карабаха и конфликт с Азербайджаном, то мы получаем, что Армения оказывается в изоляции. То есть она в Мгм. состоянии де-факто войны с Азербайджаном. Учитывая турецкий интерес, если она в состоянии войны с Азербайджаном, она де-факто в состоянии полувойны с Турцией. Турция, да. Остается еще одна приграничная область, это Иран. Но с Ираном тоже были достаточно сложные отношения, которые связаны, среди прочего, с транспортировкой товаров.
через армянскую территорию на территорию Азербайджана. Причем также, а это тот же самый Зангезурский коридор, это был вопрос, стоит ли восстанавливать возможности торговые Азербайджана через территорию Армении, в условиях, когда с Азербайджаном воюешь. Что пытается сделать армянская сторона? Давайте посмотрим, при посредничестве США прошли переговоры, когда армяне теоретически согласились признать территориальную целостность Азербайджана. При условии, что Азербайджан войдет в переговорный процесс с руководством того, что армяне называют Арцахом, мы называем Нагорным Карабахом. То есть это то, чего не было последние 30 лет. То есть Армения пытается выйти из этого тупика. Но выйти из этого тупика, чтобы сказать России «до свидания», Армения может только лишь в том случае, когда она уменьшит интенсивность конфликта с соседями. Но если мы смотрим, с Турцией она уменьшить не может. Потому что вопрос геноцида армян – это вопрос армянской идентичности, это вопрос идеологии. И тут на уступки армяне идти не могут. По крайней мере, еще одно поколение. А Турция, учитывая фактор Эрдогана, учитывая, что это правая консервативная партия, также не может идти на уступки по этому вопросу. То есть для Турции, для Эрдогана неприемлем формат примирения, который был в Европейском Союзе, точнее в Европе после Второй мировой войны, прощаем и прощения просим. То есть прощаем подходит, прощения просим не подходит категорически. Вот, поэтому для армян единственный вариант вот на данном случае, это на данном этапе, это попробовать выйти, либо минимизировать интенсивность конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Потому что это сразу, в принципе, открывает многие возможности. То есть у тебя нет такого резкого противостояния, у тебя нет дружественных отношений с соседями, но у тебя нет тлеющей войны. И то, в принципе, негатив, но уровень негатива намного меньше. Но И, Россия может не дать это сделать своим Ра- анклавам, который там находится, и ну, будет смотрите, продолжать этот конфликт. Россия уже вот как раз-таки ей придется это дать сделать, и Россия пытается сесть в последний вагон уходящего поезда, потому что если посмотреть, что последний раунд переговоров Россия хотя бы формально провела на своей территории. Мгм. Потому что если бы Россия не среагировала, если бы она попыталась противодействовать, то при посредничестве США на армянской стороне, ну скажем так, как давний партнер Еревана выступает последовательно Франция, то при посредничестве хотя бы этих двух государств договор так или иначе, ну, он скорее всего был бы подписан. Но с совсем другими вводными для Российской Федерации. То есть это бы означало, что вот если после Второй Карабахской войны Россия и Турция фактически зафиксировали статус-кво, что Россия перестала быть единственной силой на Кавказе, а Турция тоже присутствует, и они как минимум близки по влиянию, то заключение мира между Азербайджаном и Арменией по Карабаху это бы означало, что Россия уже не присутствует в регионе. Ну, я имею в виду без российского посредничества. И поэтому для России крайне важно было как раз-таки, ну, хотя бы вот заскочить в этот поезд. Но после заключения этого мира, на начальном этапе, тут, естественно, будет противодействие внутри самой Армении, те же самые ветераны войны, патриотические силы, которые будут критиковать Пашиняна, но через определенное время, особенно учитывая, что в армянском обществе социология это показывает, и есть разочарование от, ну, скажем так, того, насколько активны были российские и пограничники, которые стоят в Армении, и российская военная база во время войны. То есть есть желание сказать России «до свидания». Но это снова-таки сразу не произойдет, потому что сегодня экономика Армении в значительной мере завязана на России. Поэтому тут скорее будет попытка на данном этапе от России получить какие-то экономические бонусы, при этом постоянно работа над тем, чтобы снижать ее влияние. И в таком случае, если будет приходить какая-то третья сила, то тогда, да, тогда возможно разворот от России, но это где-то на протяжении... Все это может уместиться в 5 лет. Но сразу, вот, как говорится, сразу говорить, что мы договорились по Карабаху, Россия вон из Армении и так далее, ну, это маловероятно. Ну да, тем более там же у них после Второй Карабахской войны договор был о наличии на этой территории миротворческой миссии Да. России на 5 лет, а Ну, еще... смотрите, с миротворческой миссией России там все очень интересно. То есть миротворческая миссия России, она может там быть, пока есть конфликт. Да. А если территориальная целостность признана, если Армения говорит, это территория Азербайджана. Да, но Зачем? придется Зачем? выводить в таком случае. Да. И выводить быстро. Мгм.
Но это в том случае, если они не будут подогревать своим наличием своего анклава на этой территории. Ну, Армянского. они могут попытаться действовать, то есть через, снова-таки, если раньше у них была возможность работать через правительство и Мгм. правительственные инструменты в Армении, сейчас им придется действовать через именно организации, завязанные непосредственно на Россию. Мгм. Но вот как раз-таки набор инструментарий намного меньше. Вот поэтому в данном случае, если Баку и Ереван договорятся, естественно, что безоблачного не будет. То есть Мгм. объятий, поцелуев дружеских армян и азербайджанцев при выкапывании пограничного столба, вот то, что демонстрировало границу между Карабахом и азербайджанской территорией, не будет. Ну и плюс здесь же фактор еще Турции, который тоже может повлиять на эти процессы. Россия не Турция захочет портить заинтересована. отношения. Мгм. Турция заинтересована в том, чтобы как раз-таки этот конфликт был в прошлом. Вот, да, Да. вот вы правильно заметили, что Россия, поэтому она будет подогревать не непосредственно через прокси-силы, ресурсы вот таких сил, ну, они намного меньше, чем если бы они действовали, выкручивая руки армянскому руководству. А к Турции еще вернемся, вот завершая тему с Ираном. Вот такой вопрос, который интересует в том числе наших зрителей. Это события, которые происходят на границе Афганистана с Ираном и объявленный Талибаном джихад Ирану, Не священной Талибаном. войны. Давайте так, не Талибаном. Местный, Талибан, местным управлением Талибана, да, да? да, Мгм, да. да, да. Талибан состоит из более чем, если не ошибаюсь, 55 или 56 группировок. Да. Так называемую войну Ирану объявила даже не группировка, объявил руководитель, скажем так, одно из региональных представительств, вот одно из этих 50 с копейками группировок. Мгм. То есть, чтобы понять, это, как бы сказать, условно, ну, представим себе, что вот 14 год, помните Добробата? Да. Даже не командир Добробата, командир роты Добробата объявляет войну какому-то государству. Мгм. Вот это примерно тот уровень противостояния. Из-за чего все Но началось. масштабироваться это не может на другие кланы Нет, Талибана? нет. Мгм. Это началось из-за локальной проблемы. Локальная проблема, которая называется источники питьевой воды. Мгм. Ну, там воды мало. И, соответственно, орошение. То есть афганская сторона попыталась захватить пару родников и засыпать оросительные каналы, которые шли на иранскую территорию. Так. Иранская сторона попробовала отбить эти пару родников и восстановить растительные каналы, которые шли на свою территорию, засыпав те каналы, которые шли на территорию Афганистана. Мгм. Ну вот и все. Ну и все, да, ничего масштабного, просто там уже чуть ли не война между Ираном и Ну, Афганистаном так обсуждается. Но будем следить. Все таки Талибан непредсказуемый, в данном контексте. сейчас они становятся все более предсказуемыми, кстати. Я бы не Ну, сказал. возможно, после того, как они наладили дип-отношения с Рашкой, то возможно, да. Нет, там вопрос китайского фактора в первую очередь. М. И это как раз таки один из сдерживающих факторов, потому что Китай имеет большие объемы вложений в Афганистан, он начал вкладываться еще когда Афганистан был фактически под американской оккупацией. И Китай имеет не меньшие объемы вложений в Иран. И война между территориями, куда ты вкладываешь для создания единой, в том числе логистической инфраструктуры, если мы говорим, например, уже вот продолжение север-юг о логистике и попытках Китая, в том числе подмять под себя транспортный коридор. Война между двумя государствами, которые являются частью этого проекта, ну, для Китая это явно не то, что хочется. А с точки зрения, назовем так, цивилизованности Талибана, то снова-таки заметьте, у Китая на территории в восточной части страны было как минимум 3 крупных рудника и несколько перерабатывающих заводов на момент наступления Талибана. Ни один из них не пострадал. Потому что просто перед этим прошли переговоры талибов, ну, естественно, не на высшем уровне, с частью представителей военно-политического совета ЦК КПК, Мгм. где им было просто сказано, ну, условно говоря,
о нежелательности агрессивных действий в отношении китайских инвестиций. А с другой стороны, талибы прекрасно понимают, что да, есть Россия, но Россия уходит из региона. Они понимают необходимость в будущем налаживать контакты со странами Центральной Азии, то есть решать пограничные проблемы с тем, что мы в советское время назвали Среднеазиатские республики. С Таджикистаном. Да, в первую очередь. Мгм. Но там просто вопрос и дальше как раз таки транспортировки товаров и далее. Они прекрасно понимают, что рано или поздно необходимо будет выходить на международную торговлю, причем, ну, как говорится, не только наркотиками, извините за прямоту. Вот, то есть, соответственно, в данном случае они вынуждены, сохраняя традиционно для себя подходы к внутренней политике, по крайней мере, формировать, ну, нормальный рукопожимаемый внешнеполитический блок. Ну что ж, будем следить за этим регионом. И возвращаясь к Турции, и вы упомянули Китай, я Китай тоже хотела обсудить вот отдельной темой, в особенности вот эту ситуацию с посланником Китая Ли Хуэя на территории Европейского Союза, обсуждение предложения его мирного плана. Но до этого мы с вами говорили про Турцию, чтобы не отрываться от темы. Выборы прошли недавно президентские в Турецкой Республике, и старый президент стал новым президентом. Реджеп Тайип Эрдоган победил на этих выборах с отрывом в 2 миллиона голосов избирателей и победил своего оппонента Кемаля Кылычдар-Оğlu, который объединил вокруг себя оппозицию и создал Altılı Masa, стол шестерых, да, если правильно перевести, куда входят непосредственно лидеры оппозиционных партий. И не получилось. 12-й раз Кемаль Кылычдар-Оğlu проигрывает на выборах, и сейчас в Турции, в том числе оппозиция Эрдогану, оппозиционный электорат, он немного злой на Кемаля Кылычдар-Оğlu с вопросом, сколько можно уже проигрывать, и очень интересные события там развиваются, но тем не менее и оппозиция уже смирилась с поражением. Более того, Кемаль Кылычдар-Оğlu, Мераль Акшенер, это глава хорошей партии, так называется, они поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана, как и другие оппозиционные лидеры, так и весь мир непосредственно признал результаты этих выборов, назвал демократичными, и в том числе международные мониторинговые миссии, и уже в скором времени планируется инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Насколько для вас результаты выборов были предсказуемы? Ну, скажем так, выборы были интересными, как минимум. То есть я склонялся к тому, что Эрдоган, вероятнее всего, победит, но я не был уверен на 100%. Потому что вот с точки зрения идеологии, там как раз-таки оппоненты, да, они говорили про большую открытость Турции, они говорили про выход из конфликта во внешней политике с рядом государств Европейского Союза. Но с точки зрения вот базовых подходов, то есть превращения Турции в региональную супердержаву, с точки зрения формирования вот внешней политики по ближнему окружению, особенно в арабском мире, ну, по большому счету, там особых различий не было. То есть заметьте, что у Эрдогана было противостояние, назовем так, с более религиозной частью и как раз таки радикальной частью настроенных политических лидеров политических групп, которая закончила в том числе попытка переворота Гюлена. У него была традиционная война, назовем так, условно, с абсолютно светскими политическими лидерами. Сейчас да, светские, умеренно исламистские группы, они объединились как оппозиция Эрдогану. Но, как бы сказать, вот эта вот дистанция идеологическая между противниками, она была все ближе. То есть, соответственно, оппоненты Эрдогана, они могли зайти на его электоральное поле. Но, в принципе, результаты этих выборов, они частично показали, что да, таки заскочили, немного не хватило. С другой стороны, Эрдоган сделал ключевое. То есть, он контролирует парламент, как и раньше. Как бы там ни было. Потому что проходили и парламентские, и президентские. То есть парламент он контролирует сразу и достаточно уверенно. Соответственно, даже если бы он проиграл на выборах президентских, учитывая фактор законодательного органа,
вероятность вернуться вновь в политику у него была бы колоссальной. Ну, да, я имею в виду М. не в политику, а на первой роли. То есть, Поэтому, условно, если мы говорим о том, что Турция это президентская республика, да, где дуалистическая форма правления, то есть исполнительная власть сконцентрирована в руках президента с наличием большинства у Эрдогана, который бы условно, если бы проиграл выборы, все равно бы законы те или иные он бы, возможно, не принимал и не давал бы их да. имплементации для правительства. Ну, Мгм. либо бы он влиял. То есть в таком случае, как раз таки, учитывая идеологическое сближение между оппонентами, ну, скажем так, коалиция шестерых, она вынуждена была бы все чаще обращаться к Эрдогану. Мгм. То есть и вряд ли было бы прямое противостояние, там, как говорится, вот такая политические войны. Это было бы скорее ближе по восточному, то есть да, попытки ограничить его, но при этом максимально договориться. А в таком случае Эрдоган тоже мало что терял. То есть да, он терял пост, но он бы все равно возвращался. Вот сейчас же получилась интересная ситуация, что в формате для тех, кто хочет сменить президента Турции, а рано или поздно все-таки это произойдет, создается уникальная вещь, потому что результаты, особенно президентских выборов, они показали примерный путь. То есть алгоритм, который может сработать. Потому что раньше, условно говоря, апеллировать к более религиозной части общества не срабатывало. Мгм. То есть, да, они пытались выйти на центральную Турцию, которая религиозна, скажем так, больше склонна поддерживать традиционный уклад, но это не сработало. Попытка выходить только на модерновые, на проевропейские, ну, либо европеизированные регионы Турции не срабатывала, потому что они тоже не являлись большинством. Попытка, условно говоря, проевропейского плюс работать с курдами, с другими национальными меньшинствами, учитывая там доминирование именно социалистической идеологии, тоже не срабатывало. И вот сейчас вдруг они оказались близки к победе. Не хватило буквально 2%. То есть поэтому, соответственно, вот базовый алгоритм, вот идеологическая конструкция, она видна, понятно, что делать. И находясь в оппозиции, но при этом с достаточно большим представительством в парламенте, да, возможно, с заменой, ну, как бы сказать, м, ключевого лидера, который будет претендовать на первое место, но впереди еще несколько лет, когда можно выбрать, кто будет идти в президент в следующий раз, но по большому счету они имеют шанс. То есть, поэтому как раз-таки я бы оценил результат этих выборов позитивные и для одних, и для других. Мгм. А для нас? А для нас, как ни парадоксально, нам выгоден менее проевропейский кандидат, то есть Эрдоган. То есть Эрдоган? Да. Ну, Потому давайте так, что просто он, коммуницирует с Путиным? нет. А Обычная почему? логика. Окончание войны. Вопрос функционала Украины. То есть нам будут давать деньги просто на восстановление, нам будут помогать просто для того, чтобы Украина стала такой, как в 2019 году. Ну, теоретически это вероятнее всего. Но с точки зрения амбиций и превращения в более влиятельное государство, мы должны думать о чем-то большем. Какое-то свое место в мире. Не просто того, кто просит помощи, а того, кто что-то предлагает, что гарантирует. И что такое Турция, которая возвращается, условно, в проевропейский вектор? Мы тогда теряем функционал, будущий, возможный, определенного балансира турецкого влияния в Черном море. Мгм. То есть пока есть Эрдоган, у которого есть определенный уровень конфликта с Соединенными Штатами Америки и с частью европейских государств, мы имеем возможность искать дополнительную, кроме помощи на восстановление, помощь, я говорю не только о деньгах, это политическая, ресурсная, другая помощь, для того, чтобы Украина могла стать в определенной мере балансиром влияния только одного государства в Черном море. Потому что сейчас Черное море, по большому счету, это баланс между Турцией и Россией. Да. В случае проигрыша России шанс, и как если мы возвращаемся в Крым, а я надеюсь, что мы возвращаемся в Крым, то в таком случае есть шанс на превращение баланса между Украиной и Турцией. Потому что Черное море, как зона исключительного влияния Турции, она не нужна никому. Такой вариант, он является наихудшим для европейских государств
и ужасно для Соединенных Штатов Америки. А почему это невозможно при прозападном лидере в Турции, например? Потому что при прозападном лидере Турции не будет противодействия Европейского Союза. А зачем? Мгм. Все равно это НАТО, это наш союзник, наш партнер. То есть, Мгм. как ни парадоксально, но необходим определенный уровень, ну, как бы сказать, я понимаю, что это неприменимо к турецким политикам высшего ранга, но абстрагируемся, то есть для того, чтобы в условиях кризиса в Украине получить дополнительный функционал на противодействие либо на балансирование растущего влияния кого-то еще, вот этот кто-то еще должен быть хоть немножко, извините, политическим пугалом. То есть Мгм. он должен вызывать напряжение у ряда наших партнеров. Ну вот как в НАТО сейчас. Швеция, Ну да. кстати, недавно сделала заявление, министр иностранных дел Швеции сделал заявление, что они готовы вступить в НАТО уже в начале июня, 12 июня, если не ошибаюсь, была озвучена такая цитата. И в Турции они ждут, они сказали, что они выполнили все условия для вступления в НАТО. Насколько я понимаю, речь идет в том числе об условиях, которые поставила Турция перед Швецией. Но все они не выполнили, потому что Турция ставила очень неудобные условия касательно политических беженцев, людей, которые получили международную защиту согласно Конвенции о статусе беженцев, международным договорам они предоставили статус беженцев ряду лидеров курдских организаций, Мгм. которых турки обвиняют в Терроризм. террористической деятельности и так далее и тому подобное. Вот, соответственно, если Швеция отдаст этих людей, именно я не говорю о всех, кто живет там с видом на жительство и так далее, речь идет примерно о 10 персонах, которые имеют статус беженцев. Мгм. Если Швеция отдает этих людей, обладающих статусом беженца, значит, она нарушает взятые на себя обязательства по защите людей, которые подвергаются преследованию. Тогда Швеция несет колоссальные имиджевые потери. Ну, тут очень тяжелый выбор. На чаше весов вступление в Североатлантический альянс и гарантия безопасности, а с другой Я стороны думаю, 10 что в данном человек. случае скорее будет определенный компромисс. Мгм. Потому что я не удивлюсь, если часть из этих беженцев, она получит шведское гражданство. И в таком случае Швеция никому не обязана отдавать своих граждан. Да, но Турция может сказать, тогда вы не вступаете в НАТО, мы ветируем. Нет, прошу прощения, в таком случае тогда турецкая претензия будет выглядеть абсурдной. А кого это волнует? Потому что в случае получения гражданства они автоматически теряют турецкое гражданство, и Турция не имеет прав преследовать этих людей за деяния на территории Турции, за исключением, только если они совершили военное преступление. А речь идет о политических лидерах. Мгм. То есть речь не идет о лидерах боевого крыла Курдской рабочей партии, речь идет именно о политиках. Ну, тут вот риски какие для Турции в случае, окей, Турция не имеет права в случае, если тем Ну, дадут гражданство. Турция Какие риски будет для нее это несет, если она будет продолжать ветировать? частично она будет продолжать ветировать, то есть тут вопрос не только в этих персонах, но сейчас после выборов Эрдоган может пойти как раз-таки на компромисс. Мгм. Он не мог себе позволить сделать это до выборов. Мгм. Потому что, учитывая, что он все-таки был выразителем правой такой, ну если не радикальной, то очень жесткой политики по усилению Турции, Мгм. пойти на компромиссы перед, ну даже странами Европейского Союза, даже партнерами по НАТО, для него перед выборами это выглядело бы ну, в определенной мере как поражение. То есть он бы потерял примерно 1% голосов, которые ему ну, реально сейчас очень сильно понадобились. Мгм. Вот. А после выборов вполне возможно, что он может пойти. То есть и в данном случае Турция демонстрирует способность как раз-таки находить выход из сложных ситуаций через в том числе оказание асимметричных либо каких-то услуг. То есть, условно говоря, Швеция может пойти с Турцией на какое-либо инвестиционное сотрудничество, на которое раньше не шли. Не Мгм. проблема. Это может касаться экономики, это может касаться каких-то культурных вопросов. И в таком случае за счет того, что Турция снимает, условно говоря, одни свои претензии, но получает определенную вещь, почему бы нет? Мгм. Вот сейчас, на данном этапе, вот после инаугурации, это вполне возможно.
А по поводу, вот если мы говорим о внешней политике Турции и Эрдогана непосредственно, которую он вел до выборов и вот сейчас, это политика оппортунизма, как многие называют. Она останется неизменной по отношению к Украине, Ну, по отношению к России. слушайте, давайте так. А, Турция– это не политика оппортунизма. Это как раз-таки достаточно интересно, в чем-то циничная, но последовательная политика усиления собственной страны. Мгм. А, Ну, это политика, рассчитанная на свои национальные интересы. да, да. То есть мы имеем, вот в чем реально Путин не ошибается. Ну, в принципе, и что признают и на Западе тоже. Что старая система гарантий международной безопасности, старая система балансов, она разрушается. Мгм. Турция это прекрасно видит. Турция имеет шансы стать одной из наиболее влиятельных стран региона. Ну, точнее, она уже во многом такой является. То есть пусть не глобальной супердержавой, но региональной супердержавой. Для этого необходимо несколько вещей. Для этого необходимо обеспечить политическое, экономическое и так далее влияние на ряд регионов и государств и выйти на, ну, условно говоря, выгодные для себя двухсторонние отношения с ключевыми партнерами, в том числе с ключевыми потенциальными противниками. А, Что Турция... Ну и плюс модернизация экономики. Так. Давайте посмотрим. Турки достаточно, ну как бы сказать, рационально и без лишнего политеса они используют ресурсы российского газа, при этом транзитируя его в Европу, получая определенные прибыли, получая для себя либо отсрочки по платежам, как последние, либо достаточно комфортные цены, но при этом свободные деньги они вкладывают в строительство аналогичных мощностей по транспортировке Каспийского, Азиатского, арабского газа. Мгм. Это вполне логично. То есть у тебя есть пока что один источник, ну, получая прибыль, вложись еще в 5, ну, точнее, уже не один, уже 3 года Ну, назад. диверсификация, Да, понятно. уже 3 года назад Турция имела фактически 5 входов по газу, если мы говорим. И она фактически становится международным хабом. Почему, например, российский газ может и дальше идти через Турцию? Потому что на выходе в Европу Турция продает уже, по крайней мере, наполовину не российский газ, то есть с точки зрения, назовем так, того, кому он принадлежит. Она продает турецкую смесь, которая состоит из смеси там, иранского газа, азербайджанского и российского. Мгм. Вот, поэтому и это свой функционал, потому что торговля этим видом ресурсов она будет продолжаться. Турция вошла в жесткую пикировку с Грецией и Израилем за шельфа возле Северного Крыма, Кипра. Да. Потому что там колоссальные запасы газа. И потому что если ты гарантируешь себе этот шельф, что это зона твоих экономических интересов, то простой газопровод с Израиля в Грецию ты не построишь без разрешения Турции. И ради этого Турция признала правительство в Ливии в Тибризе. Потому что те с ними одразу заключили договор о размежевании зон экономического влияния в Средиземном море. Но при этом, если мы говорим о Сирии, Турция старательно ограничивает рост влияния сирийских курдов, которые могут стать для них проблемой. Для этого она, используя тему сирийских туркеманов, фактически создала то же самое, что Россия на территории Крыма называла ЛДНР. Ну, потому что Северная Сирия, ну, прошу прощения, это точно такие же квазигосударства, фактически под турецким влиянием. Только Турция, в отличие от России, не прячет того, что там присутствует турецкая армия. И уходить они оттуда не собираются. Вот, но при этом Турция выходит из конфликтов с балканскими странами, которые были политические, потому что эти государства нужны. Турция вышла из конфликта с Болгарией, потому что влияние на Болгарию крайне важно для дальнейшего продвижения, скажем так, влияния вот на север. Мгм. Поэтому Турция, да, она, оставаясь в контакте с Россией, не вводя санкции против России, она остается в контакте и с Украиной, потому что это вопрос влияния в будущем на север Черноморского бассейна. Это вопрос в будущем влияния на Крым, кстати. То есть тут вполне рациональное отношение. Турция активно развивает отношения с Китаем. Но при Вот. этом же Ну, Турция способствует решению ряда гуманитарных вопросов, в том числе, что немаловажно для нас. Это и так зерновая естественно. сделка, это и освобождение военнопленных и, возможно, политических заключенных. И так или иначе Эрдоган
Остается, наверное, единственным политиком цивилизованного мира и лидером, который имеет все еще коммуникации с Путиным и имеет на него определенное влияние. Так он сознательно идет на как раз таки а, в определенной мере вот то, что на фоне войны в Украине Турция в контакте и с Украиной, и с Россией, это позволяет Эрдогану и Турции получать дополнительные бонусы даже в это время. То есть Турция получает бонус от торговли с Россией, получает бонус от торговли с Украиной. При этом, естественно, в силу своего положения, чтобы его обеспечить, она будет и дальше решать гуманитарный вопрос, потому что это усиление, среди прочего, и политического влияния. Мгм. То есть это достаточно разумная политика. Вот. Но при этом со стороны европейских государств Турция практически единственная, которой нету претензий из-за того, что она торгует с Россией. Потому что в ответ на это из Анкары идет: господа, мы единственная площадка, которая в контакте и с одной, и с другой стороной. Вы хотите решить с этой единственной площадкой? Ну, ради бога. На этом моменте те же самые европейские политики дают задний ход. Это тоже, в принципе, вполне логично. Мгм. То есть, и вот с точки зрения такой политики Турции, это рациональная политика по усилению своего государства. Потому что время вот жалость, времени крайне мало, и Эрдогану действительно необходимо за ближайшие, ну, условно говоря, 4-5 лет, фактически за эту каденцию, создать условия, либо создать рамки, в которых Турция будет, ну, одной из региональных доминант в Большой Евразии, условно говоря. Мгм. И Но он на при это, этом ведь нужно решать это- еще, помимо с усилением и становлением регионального лидера в виде Турции в этом регионе и прочее, еще ж нужно укреплять себя самого и свою экономику, такая экономика, который... они за счет этого укрепляют. Да, но Давайте так, то просто есть, сегодня с экономикой очень большие проблемы и большая инфляция в Турции, что вызывает огромное количество недовольства среди народа. ну, вот с точки зрения инфляции, с точки зрения экономических проблем, ну, на сегодня Эрдоган решает вопрос фактически технического, технологического изменения турецкой экономики. Мгм. То есть с точки зрения ресурсного наполнения, вот те же самые вопросы газа, вопросы денег за транзит, вопросы сельского хозяйства, это более-менее, ну, вышли на какой-то определенный уровень. Но, и вот это, кстати, проблема, которая будет стоять и перед Украиной. А, но вопрос в чем, что когда твой экспорт в основном либо зерновой, либо за счет предоставления своей транспортной инфраструктуры, ты не развиваешься, ты не станешь мощным государством. Ты останешься сырьевым придатком. Ты можешь быть богатым сырьевым придатком, но ты таким останешься. И теперь давайте вот посмотрите с точки зрения вот даже количества хай-тек выставок в Турции за последние 5 лет. То есть оно резко подскочило. Количество вложений льготной кредитной линии на электронику, на автомобилестроение, на машиностроение, которые выдаются. Ну, кстати, вот При- я здесь с вами соглашусь, потому что Технофест — это технологический фестиваль, который недавно был в Турции. Он организован компанией Байкар, братьями Байрактар. Это самый большой технологический фестиваль, который прошел на территории Европы всей, да. европейского континента. Мгм. А теперь подумайте, что фактически и налоговые льготы, и вложение государства в инфраструктуру для того, чтобы такие инвесторы приходили, потому что они приходят на готовую инфраструктуру, по крайней мере, или энергетическую и так далее. Это требует денег. И ты идешь либо путем заимствований, либо на краткое время разгоняя инфляцию. Населению инфляция не нравится. Но учитывая планы Турции как раз таки по перестройке своей экономики, ну, года полтора-два, извините, она будет. Потому что надо экономику просто накачать деньгами. Ну и плюс стоит учесть еще накачку деньгами экономики в ковидный период, когда все страны, в принципе, пошли, ну не все, но большинство стран пошли путем печатания денег. То есть нас еще ждет там долларовая инфляция, инфляция евро, но это будет чуть отложено. Мгм. Потому что сейчас как раз таки тоже есть спрос, связанный с войной в Украине, то есть это тоже в определенной мере откладывает проблему, по крайней мере, для тех государств, которые вовлечены в наши процессы. Но это все равно будет.
Будем следить, наблюдать за событиями, обсуждать с вами в дальнейших наших эфирах. К сожалению, я уже вынуждена заканчивать наш эфир, потому что мы с вами уже примерно 60 минут общаемся. Спасибо вам большое за эту Спасибо вам. Быстро время с вами летит. обстоятельные ответы. Да, а я надеюсь, встретимся в следующий раз и продолжим обсуждение ряда очень важных вопросов. Ігор Тишкевич був з нами на прямому зв'язку, експерт програми міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Залишайтесь першим кримсько-татарським. Saygılar arkadaşlar, bu gibi yayınlarımızda mümkün mertebede yapmaya tırışamız. O sebepten ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız. Görüşkence.